Экономика каждого государства напрямую зависит от успешной работы определенных отраслей, а иногда и отдельных предприятий. Именно так происходит и в нашей стране. Даже при формировании республиканского бюджета показатели рассматриваются в двух вариантах – с учетом и без учета компании «Кумтор». О важнейшем производстве, формирующем государственную копилку, и его вкладе в доходы нашей страны в следующем сюжете. Как только встает вопрос о ведущем предприятии горнорудной отрасли, по умолчанию становится понятно, что речь идет о Кумторе. Ведь эту компанию по праву считают успешнейшим инвестиционным проектом, который реализуется в Кыргызстане. И весь горнодобывающий сегмент держится на плаву и приносит прибыль стране в основном благодаря этому предприятию. Наиболее крупная эта компания, наиболее успешная и бюджетообразующая компания – это Кумтор. В принципе, если горнодобывающая отрасль дает около 10% ВВП, в целом, если взять, около 50% промышленной продукции, объема промышленной продукции, то из этих 10% ВВП около 7-8 дает Кумтор. То есть 70-80% доли в горнодобывающей отрасли занимает Кумтор. Значительная доля поступлений в доходную часть страны обеспечивается Кумтором. Именно поэтому для эффективности отражения национальной экономики и промышленности давно принято отражать статистику с учетом золотокомбината и без. И когда подсчеты ведутся без доли Кумтора, порядка 20% из ВВП можно отнимать. Доля Кумтора в объеме ВВП составит 1,3%, а в объеме налоговых поступлений составит 6,9%. По итогам 8 месяцев текущего года от Кумтор в республиканский бюджет поступило 4 миллиарда 300 миллионов сомов. Что касается проекта на следующий год, проекта бюджета, то в проекте заложена сумма в размере 5,3 миллиарда сомов. Социальные выплаты, налоговые отчисления, перечисления в фонд развития Иссыкуля, выделение средств на благотворительность. В этом году Кумтор предоставил Балыкчинскому фонду «Будущее Иссыкуля» муку более чем на 400 тысяч сомов. Передал сушильную камеру молодежной организации «Поколение». Как только встает вопрос о ведущем предприятии горнорудной отрасли, по умолчанию становится понятно, что речь идет о Кумторе. Ведь эту компанию по праву считают успешнейшим инвестиционным проектом, который реализуется в Кыргызстане. И весь горнодобывающий сегмент держится на плаву и приносит прибыль стране в основном благодаря этому предприятию. Наиболее крупная эта компания, наиболее успешная и бюджетообразующая компания – это Кумтор. В принципе, если горнодобывающая отрасль дает около 10% ВВП, в целом, если взять, около 50% промышленной продукции, объема промышленной продукции, то из этих 10% ВВП около 7-8 дает Кумтор. То есть 70-80% доли в горнодобывающей отрасли занимает Кумтор. Значительная доля поступлений. Наиболее крупная эта компания, наиболее успешная и бюджетообразующая компания – это Кумтор. В принципе, если горнодобывающая отрасль дает около 10% ВВП, в целом, если взять, около 50% промышленной продукции, объема промышленной продукции, то из этих 10% ВВП около 7-8 дает Кумтор. То есть 70-80% доли. Годные суммы, перечисляемые Кумтором в республиканский бюджет, можно сопоставить с полугодовалой выплатой пенсии всем старикам Кыргызстана. Нам надо платить пенсии, нам надо платить бюджетникам деньги, врачам, учителям и так далее, пополнять доходную часть. И Кумтор, он в этой нише занимает очень важное звено. Для сравнения, на Таласскую область социальный фонд на социальные нужды направляет миллиард сомов как раз. То есть одно предприятие покрывает нужды целой области. Да? По итогам 2 кварталов работы Кумтор уже перечислил 2 миллиарда сомов в виде налогов и социальных отчислений. Общая сумма переведенных денежных ресурсов за первое полугодие составляет почти 5 миллиардов. Хотя показатели первого квартала были чуть выше, специалисты объясняют это низким содержанием золота в руде. Такая ситуация свойственна горнодобывающим предприятиям. В первом квартале мы перерабатывали руду с высоким содержанием золота. И во втором квартале частично перерабатывали остатки той руды, которая была складирована с первого квартала. Сейчас же мы ведем вскрышные работы, поэтому низкое содержание идет. Если в первом квартале нами было отлито 164 тысячи унций золота, то во втором 122 тысячи унций. Но, как правило, во втором полугодии Кумтор наращивает обороты и в конце года выходит на бюджетные показатели. А это значит, что, невзирая на рабочие моменты, свой долг перед экономикой Кыргызстана золотокомбинат все равно выполняет на 100%.